Сразу в 3 населенных пунктах республики в последнее время начали замечать, что жить рядом с Назранкой стало не совсем комфортно. Покой местных жителей нарушает неприятный запах, который исходит от реки. Пройдя вдоль русла Назранки, можно найти и саму причину зловония. Всему виной очистные сооружения в Гамурзиево. Невозможно дышать, не можем выйти, невозможно это. Окна все закрываем. Жаловались, выясняли причины, может виноватого найти. Жители Гамурзиева и Барсуки забили тревогу и просят помочь решить проблему. С этой просьбой они обратились в региональный штаб Народного фронта. На месте выяснилось, что построенные 7 лет назад очистные сооружения выполняют не все необходимые для очистки сточных вод работы, а часть нечистот и вовсе никак не очищается и попадает в Назранку. Ну, не стоит. А я в 15 году меня ел. А я сеешь, подрядчик хочешь сдавать 10 тысяч харца, а принять я ел. Мониторинг будет вестись до того момента, пока все не будет исправлено. Это однозначно, это, в принципе, правило работы наших активистов. Наши действия таковы вот на начало и на завершение, что у нас получилось. Сточные воды, прежде чем попасть в реку, должны пройти несколько этапов очистки. Это в первую очередь направлено на сохранение окружающей среды. А сброс неочищенных отходов напрямую влияет не только на экологию, но и на жизнь человека. В речках в летнее время купаются дети, оттуда пьют воду домашние животные. Там были отобраны пробы и установлено превышение предельно допустимой концентрации по загрязняющим веществам. Это мы вынесли административный штраф в размере 150 тысяч. И сейчас ведется работа по расчету ущерба. И ранее неоднократно по данным очистным сооружениям нами были рассчитаны в пределах 5 ущербов и были предъявлены на общую сумму 9,5 миллиона. Проблему на очистных сооружениях полностью нельзя решить здесь и сейчас. Для этого, по словам руководства хозяйства, нужны немалые финансовые вливания. Но временные меры, которые уже приняли власти региона, позволят исключить прямой сброс нечистот в реку, а также избавить жителей от неприятного запаха. Вот сегодняшняя проблема, которую мы сейчас собрались здесь, вот эта проблема решается. Уже заказали двигатели. Когда вы должны прибыть? Двигатели по... Этой неделе. Но на сегодняшний день, чтобы не ждать до прибытия вот этих комплектующих, нами сегодня проводится работа по добавлению бактерий. Эта жара, она тоже отражается, запах появляется. Это все есть. Но мы сделали так, чтобы на окружающую среду, чтобы ничего не отражалось, имеется в виду, чтобы не навредило ничему. Эти моменты нами прорабатываются, и эти работы ведутся. После, как вот эта комплектующая, как я вам говорю, они поступят к нам, в течение 2 дней, вот специалисты мне сказали, в течение 2 дней все это будет восстановлено. В дальнейшем власти республики планируют провести ремонт не только на этих очистных сооружениях, но и на тех, что расположены в Карабулаке и Назрановском районе. Тем самым улучшить экологическую ситуацию сразу в нескольких населенных пунктах. Мы вошли в программу. Эта программа называется «Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры». По этой программе, это программа федеральная. Финансирование будет с федерального центра. Там у нас мы вошли в программу, и мы туда внесли 12 объектов водоотведения. Это очистные, строительство вот этих стоков, водоотведящих сетей стоков. Вот это все, вот эти объекты будут поэтапно с 23 до 27 годов. Эти объекты будут вноситься и будут софинансироваться с федерального бюджета. Туда вошли, 23 год вошли у нас водоочистные город Назрань, водоочистные Карабулак и водоочистные, которые у нас находятся в Назранском районе. Это у нас в приоритете сегодня стоят вот эти 3 очистных. Вот эти все работы проводятся поэтапно. Нам эти все программы одобрены. Будет очень большая помощь, чисто финансово, будет нам предоставляться в реализации этих программ.
На контроле главы региона и процесс строительства очистных сооружений в Сунже. Они рассчитаны на Сунджу, Карабулак и Троицкое. Работы ведутся по госпрограмме обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан страны. К коллектору протяженностью 20 километров подключат также частные домовладения. Сдача в эксплуатацию запланирована на конец 2024 года. Наличие новых очистных сооружений обеспечит отвод загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком, а также улучшит экологическую ситуацию в регионе в целом. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.